Так, мы находимся в торговом центре Тоймада. Сейчас посмотрим, что тут происходит, что интересного. Это холл. Здесь можно убедиться, что ведется видеонаблюдение. Вот такой вот торговый центр есть в прекрасном городе Якутске. Здесь можно пообедать, я смотрю, причем очень вкусненькие штуки есть. Вкусняшки, вкусняшки, вкусняшки. Чингу. Прикольно. Набор. Здравствуйте. Мега сет за 1000. Нифига, круто. 3 курочки. Корейские блинчики, 3 лепешки, 3 напитка. Всего за косарь. Нормальная тема. Такие столики круглые, там квадратные. В общем, все пока нормально. Шоколадница присутствует. Но она здесь не такая, как в Амстердаме. Здесь, конечно, супер пирожные не продают, я думаю. Это был второй этаж торгового центра. Пойдем поднимемся на 3-й этаж. Снимаем, что там на 3-м этаже. И на 3-м этаже нас встречает Московский ювелирный завод. Очень круто здесь все сделано, хотя, мне кажется, перекладина немного коротковато, допустим, для баскетболистов уже не варик. Магазинчики, магазинчики. Куча магазинов. Полезные подарочки. Какие-то крутые магазины. Сейчас поснимаем ценники в магазинах. Что сколько стоит, посмотрим. Здравствуйте. Вот клевая вещица, 350, пожалуйста. Пиджачок за 9 рублей. Очень крутой. Скажите, а это только пиджак 9000 или к нему есть еще и брюки? Только пиджак, да? Такие вот ценники в Якутске, ребят. Веселые. Пальтишко, пальтишко. Девушка, а что-то я не вижу цены на пальтишко. Как узнать? А ценника нет, да? Есть размер, артикул. Но ценник что-то я не могу найти. Может быть, он в другом месте приклеен. Наверняка в другом местечке. Ладно, спасибо большое. Здесь ценника нет, к сожалению. Ну, видимо, от клиента зависит, сколько стоит. Красота, да и только. Вот хороший магазинчик. Мне очень нравится такой магаз. Здорово, парни. Клевый магаз. С клевыми шмоточками. 8, короче. Почти 9. Нормальный шмот.
А у вас что, скейты не продаются? Скейты? Угу. Скейты в этом воркшопе продаются. Это где? Торговый центр «Апельсин» на Дзержинского находится. А, спасибо. Обычно в таком магазине бывают. Ну ладно, спасибо. Вот. Все, короче, снимаем. Все покажем людям. Вот, как видим, в этом торговом центре снимать абсолютно можно. Еще никто не подошел, ничего не попросил прекратить. Здравствуйте, а у вас кроссовочек нету в продаже? Вот такие, да, повседневные? Там белой полоской. Угу. То есть вот зашел уже 4-й или 5-й магазин, никто не запрещает съемку. Бирюльки. В основном тут, я так понял, женские магазины. Из мужских магазинов очень мало. Обувь, Плаза. Вот я, короче, все думаю, может быть, просто охрана торгового центра не видит то, что я снимаю. Попробуем найти охранника, и как он отреагирует на мою видеосъемку. Вот, я вижу вдалеке, он ушел просто. Ну окей, я поднимусь выше, на этаж, на пару этажей. Обследую весь торговый центр, чтобы узнать, можно ли тут снимать, или это запрещено. Или запрещают ли охрана, или продавцы, либо кто-нибудь еще. Запрещают ли видеосъемку. Вот мы находимся в магазине М-Видео, где продаются клевые штуки для видео. Здравствуйте. Скажите, а можно где-то посмотреть видеокамеры либо фотокамеры? Видеофотокамера у нас Да. в том отделе. Спасибо. Это где? Вот, в самом углу. Слева, да? Угу, спасибо. Ну вот, как видим, большой выбор, огромный выбор. Нужно купить любой телек, причем как в кредит, я думаю. Ну, короче, рекламой не буду заниматься. Хочу выбрать какой-нибудь фотик для того, чтобы видео делать качественнее, чтобы звук был хороший. Пока что цены меня не радуют на все эти видюхи. Да. Вот я вижу достойные варианты и очень недорого, я считаю. Хотя как недорого, блять, 80 штук. Просто вот 126, пожалуйста. Но это все херня, допустим, по сравнению с какой-то моделью, я только что ее видел. Вот она. Офигенная Mark 4. 225 тысяч рублей. И у вас крутое видео. Ну, плюс к нему нужен будет штатив. Плюс к нему нужен будет объектив. Ну, короче, где-то в 300, я думаю, можно уложиться.
Но 3 сотки для обычного пацана неподъемные бабки. Поэтому пока вот так. Мечта задрота. Нет, это не мечта задрота. Вот мечта задрота. Клевая техника. 150 рублей всего лишь. Наушнички клевые. Дней 7. Ну, как мы можем убедиться, здесь тоже как бы ничего не происходит. Никому не интересно, чем мы занимаемся. Здравствуйте. Вот. Ну, здесь, я думаю, то же самое будет. Ну вот. Поднимемся еще выше, посмотрим, что там происходит. Вдруг там кто-нибудь захочет нам запретить снимать. Едем в далекий 5-й этаж. Как красиво там сверху, вообще красота. Еще помыть бы вообще было прекрасно. Здесь самый, я считаю, тихий этаж, никого нет, очень мало народу. Хотя есть хороший магаз с клевым запахом пачули. Вот, шмоточки. Детские больше, конечно. Пруд напролом. Якутск. Хули. Я так понял, этот этаж весь детский. Поэтому и мало народу. Ну, в общем, нам тут делать нечего. Как мы можем убедиться, в торговом центре Туймада съемка разрешена абсолютно без проблем. Ходим, делаем видео, охрана палит без проблем, то есть не препятствует. И все круто, поедем в другой торговый центр.